Татьяна Устинова по праву считает первой из лучших. Из-под ее пера вышло более 40 романов, большая часть из которых экранизирована. Суммарный тираж книг на сегодняшний день составляет более 25 миллионов экземпляров. А сама автор удостоена многочисленных наград. Татьяна Устинова родилась 21 апреля 1968 года в российском поселке Кратово. Несмотря на яркую склонность к гуманитарным дисциплинам, Татьяна в 1991 году закончила факультет аэромеханики и летательной техники. Ей довелось работать переводчицей с английского языка, редактором одной из телепередач и также сотрудничать с пресс-центром Бориса Ельцина. В 1998 году ее сократили из-за изменений политического климата в стране, что стало большим ударом для Татьяны. Но Татьяна не опустила свои руки и начала заниматься своим любимым делом. И уже через год была закончена ее первая книга и готова, собственно, к публикации. Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканале «Якутия-24» я познакомлю вас с романом Татьяны Устиновой, который называется «Жизнь по слухам одна». Книга с любопытной детективной линией, где много любви и добра. Книга читается легко и интересно. Я бы рекомендовала ее к прочтению в дороге. Как раз сейчас время летних отпусков. В основе сюжета начальник собственной охраны провинциального губернатора Глеб Звоницкий прилетает в Питер по делам. И совершенно случайно в гостинице «Англия» он встречает Катю Мухину, дочь того самого губернатора, у которого он когда-то работал. Их связывают давние дружеские отношения. При этом Катя всегда была немного не от мира сего, а Глеб по привычке решил было, что снова должен спасать и защищать девушку. В детективе очень много героев. Татьяна замечательно описывает каждого из них, но давайте остановимся на самых главных героях. Итак, это Глеб Звоницкий и Катя Мухина. Глеб Звоницкий сильный, но правильный, и свою правильность он всегда пытался подтвердить верными решениями. Более того, он высоко ценил справедливость, но в отношении себя он почему-то всегда оказывался лгуном. Катя Мухина – девушка со скрытыми талантами, которую почему-то всю жизнь затюкивали. И это привело к тому, что во взрослой жизни она оказалась совсем не готовой самостоятельно принимать решения. И когда все же пришлось, в ней открылась недюжинная сила. Помимо хитросплетений в этом детективе между героями, подробно в книге описывается жизнь из мира селебрити и их звездную болезнь. Детективу можно поставить твердую пятерку, и, конечно же, мы рекомендуем ее к прочтению. Приятного чтения!